Победе. С Россией только лишь к победе. Иного и не может быть. Ведь мы в ответе на планете за мир, который нам хранить, судьбой завещана навеки. Россия странам всем оплот, в нее вливаются все реки, надежд на счастье и свобод, и воплощаются все планы. Шум в душе мечтают страны, мы верим в Русь свою, страну, которая счастливо родится. К победе будем лишь стремиться, когда Россия позовет. Спасибо. Но также вот в этом месяце, 27 апреля, у нашей республики день рождения. И я хотел бы также прочесть свое стихотворение родной республики. День рождения родной нам республики в апреле, когда все живет весной, снова птицы прилетели. Из краев далеких к нам вновь оазы оживают. Лена, матушка, вон глянь, скоро вскроется, растают все сугробы и цветы, возвратятся на поляны, что взгляд радуют, свети, край родной. Другие страны так не радуют, как ты. Я в Якутии родился, с ней лишь связаны мечты, с ней я многого добился. Спасибо. Есть предложение наградить юбилейной медалью в ознаменовании столетия пионера Якутии товарища Егорова Павла Валентиновича. Павел активно нам помогает и всегда принимает участие в нашем мероприятии. Юбилейной медалью 100 лет Якутской автономной социалистической республики награждается товарищ Артемьев Георгий Михайлович. Георгий Михайлович Артемьев был доверенным лицом кандидата Николая Михайловича Харитонова и принял активное участие в дебатах. Юбилейной медалью 100 лет ЯССР награждается Василий Иннокентий Давыдович, секретарь Якутского райкома КПРФ, руководитель Якутского регионального отделения «Дети войны». Уважаемые товарищи, сегодня у нас один тоже замечательный дата. Сегодня день рождения исполняется Людмила Викторовна Конешниковой. Разрешите от имени нашего пленума поздравить ее с днем рождения, пожелать крепкого здоровья, успеха в работе и цветы от первого секретаря Якутской республики. Людмила Викторовна, подойдите, пожалуйста. Дорогие товарищи, завершились самые значимые и сложные выборы в новейшей истории России. Во-первых, это главное, впервые в современной истории страны проходила на фоне агрессивной войны, развязанной против нас коллективным Западом. Европа и США заблаговременно позаботились о дискредитации избирательного процесса с целью делегитимизации его результатов. Делегитимизация. Признать это нелегитимным. Это они так пытались, ничего у них не вышло. Международная напряженность искусственно нагнеталась, а русофобия достигла невиданных масштабов. Была запущена кампания по запугиванию населения России. Французский президент Макрон, как его назвал Геннадий Зюганов, этот французский петушок, заявил о готовности отправить свои войска на Украину, а латвийский глава Ренкевич сказал, что Россия должна быть разрушена. Не иначе, как раскачивание внутриполитической ситуации и попытка раскола общественного мнения нужно назвать сделанную зарубежными центрами ставку на участие в выборах в надежде. Это прямая попытка иностранного вмешательства в выборы, которая была своевременно пресечена. До начала выборов активизировались удары артиллерии, ракетами и беспилотными по гражданским объектам на территории России. Атака дроном на нефтезавод в Нижегородской области 12 марта вывела из строя часть производственных мощностей. На протяжении 2 первых дней голосование было очень неспокойно. А 17 марта беспилотники атаковали 8 российских регионов: Подмосковье, Белгородскую, Калужскую,
Орловскую, Ростовскую, Ярославскую, Курскую области, Краснодарский край. Во время выборов войсковая операция ВСУ по прорыву Украины, по прорыву на территории приграничных субъектов Российской Федерации была полностью отбита. Враг бежал, бросил на нашей земле технику и сотни тел своих сообщников. И какие трагедии могли произойти во время выборов при скоплении людей, показывает бесчеловечный акт 22 марта в Крокус-Сити Хорни. На протяжении всех 3 дней голосования по стране предпринимались попытки порчи бюллетеней и поджога избирательных участков. Делалось это с подачи уехавших из России либеральных оппозиционеров под контролем иностранных служб. И делали это в основном люди, попавшие в сети СБУ. Служба безопасности Украины. В результате все предпринятые действия возымели право противоположный эффект. Абсолютное большинство россиян осудило иностранные попытки и действия внутренней оппозиции повлиять на выборы. Результаты голосования оказались вполне предсказуемыми. Неудивительно, что в таких условиях Владимир Путин, как верховный главнокомандующий, смог получить огромный кредит доверия со стороны избирателей. Результаты говорят о том, что наши соотечественники считают, что в приоритетном порядке нужно решить задачи по укреплению обороноспособности и безопасности страны, к успешному завершению специальной военной операции. В этом оказались едины все политические силы, принявшие участие в борьбе за пост президента России. Вот отсюда еще раз подчеркнем такой кредит доверия верховному главнокомандующему Владимиру Путину. Выборы характеризовались очень высокой явкой, более 77%. Немного истории. Начиная с 1991 года, когда в марте был учрежден пост президента Российской Федерации, выборы проводились 8 раз. Владимир Путин участвовал в 5 выборах. В 2008 году на выборы шел Медведев. Геннадий участвовал 4 раза. 96, 2000, 2008, 2012. Николай Харитонов 2 раза, 2004, 2024 и Павел Грудинов 1 раз в 2018 году, 2018. Прошедшие выборы, первое голосование президентское, которое длилось 3 дня, с 15 по 17 марта. Было проведено адресное информирование и обход избирателей, внедрен механизм мобильный избиратель, с помощью которого можно было выбрать удобный избирательный участок. В 20 регионах применили дистанционное электронное голосование. На прошедших выборах, на предыдущих выборах в 2018 году явка была 68,5%. В целом по стране порог явки в 90% преодолели Чеченской Республики, Кемеровской областях, Кабардино-Балкарии, Тыве и некоторых других, в дальневосточных регионах Еврейской автономной области и на Чукотке. По явке в Дальневосточном федеральном округе Якутия из 11 регионов на 9 месте, 71,5% явка. Самая низкая явка в Хабаровске 64,6%, Забайкальский край 65%. 9 российских регионов продемонстрировали самую низкую явку ниже 60%. В том числе и Хабаровский край, как я уже сказал, Иркутская область и другие. Всего в выборах приняло участие 87 миллионов 397 тысяч 569 избирателей, это 37,4%. За Путина проголосовало 87,2%, за Николая Харитонова 4,3%, Дованков 3,8%, Слуцких 3,2%. Больше всего голосов за Владимира Путина отдали в Южном федеральном округе 91%, в Северокавказском 91%. За пределами России в 144 странах проголосовало более 380 тысяч, за Путина 72,3%. И что интересно, за Дованкова проголосовало там 16,6%. По итогам выборов 18 марта Геннадий Андреевич Зиганов подчеркнул, что нужно максимально обуздать пятую колонну, которая не дает стране дышать и которая собралась во многом вокруг Дованкова и навалять им, что приведет к новым тяжелым последствиям. За Николая Харитонова по России проголосовало 4,2%, это 3 миллиона 768 тысяч избирателей.
Наибольшее количество Орловская область, Костромская, Тамбовская, Ненецкий автономный округ, Тюменская область, 11 регионов в Дальнем Восточном федеральном округе, более 4%, 4,12%. Теперь о выборах президента Российской Федерации в Якутии. На выборах радостно раструбили правительственные газеты, сравнивая их с 2018 годом и называя это переломным моментом. На тех выборах, как мы помним, республика оказалась на последнем месте в стране при 64,8% явка, а по России было почти 68%. За Путина было 64,3%, в Российской Федерации 76%, у нас в Якутии 64%, а в Российской Федерации 76%. Павел Грудинин набрал у нас наибольшее число голосов. В Российской Федерации, если 11,7%, то в Якутии 27,2%. Далее они пишут, сторонники Единой России, что это стало своего рода сенсацией и поводом для разного рода скоропалительных выводов о том, что республика стала своего рода чуть ли не центром протестного голосования, цитаделью оппозиционных сил. И вот спустя 6 лет ситуация кардинально изменилась. И тренд общественных настроений переломный, подчеркивают они. Да так, да не так. Ситуация изменилась, идет война, на страну наложено 19 тысяч санкций, бомбят приграничные с Украиной 8 территорий. Именно в этих условиях Путин получил массовую поддержку, ведь чтобы руководить страной, вести в бой, побеждать, ставить задачи, возможно только когда народ един и сплочен. Это было главным фактором победы Владимира Путина во всех регионах, в том числе и у нас. Плюс к этому пристальное внимание к Дальнему Востоку, обещание положительного решения вопросов строительства Ленского моста, открытие республиканской инфекционной больницы, нового корпуса высшей музыки, строительство полного цикла киностудии «Сахафильм», создание межвузовского кампуса, реализация мастер-плана якутской нервной с носоваренного железа. Конкретные детальные разговоры транслировались в прямом эфире с обещанием посетить Якутию. Все это вызвало неподдельный интерес жителей и, конечно, внимание президента значительно повысило уровень доверия избирателей. Кстати, на прошедших в 2023 году парламентских выборах этот фактор также сыграл очень большую роль. Совместно с появлением партии «Новые люди», но об этом скажем отдельно. Также отметим, что говоря якобы о прошедшем за 6 лет переломе, эксперты от власти почему-то умалчивают о том, что за прошедшее после 2018 года время коммунисты и левопатриотические силы республики добились значительных результатов. Во-первых, кроме успеха за Грудина, мы удвоили количество народных депутатов с 5 до 10. В 2020 году у нас был второй результат против поправок Конституции Российской Федерации. А в 2021 году была наша полная победа на выборах в Государственную Думу. Это была безоговорочная победа КПРФ. Нам проиграли и Единая Россия, и Справедливая Россия, и Новые люди. Проиграли и партии по одномандатным округам. Но законодательство таково, что в зоне заседают и занявшие по округу третье место Тумусов и Данчикова, которые дважды получали мандат после отказа глав республики Борисова и Николаева. А Овсетьева прошла по российским результатам. На тех выборах мы в 2,5 раза улучшили свои результаты. Я так подробно останавливаюсь на этих примерах, потому что все эти прошедшие годы власть очень внимательно и предметно работала над тем, чтобы выбить нас из красного пояса. Так что все не просто, так и не сразу, и не вдруг. И переломный ли это момент? В выборах, вот мартовских, 15-17 марта, приняло участие 452 360 избирателей в Якутии, 71,5%. Как мы уже упомянули выше, за Харитонова 4,3%, за Путина 87,7%, за Дованкова 4,73% в Якутии. За Слуцкого 1,76%. Было открыто 811 избирательных участков. Временные избирательные участки были подготовлены в 8 районах, в актовых поселках, на полярных станциях, в больницах. На 21 159 человек голосовало. Около 11 тысяч избирателей проголосовали в труднодоступных
местностях явка была как никогда высокая. Лидерами стали Оленевский, Анабарский, Пятинский, Горный, Вильнюсский, где за 90 и за 80% явка. В 14 районах явка выше 70%. Сравним явку на прошедших выборах в сентябре 2023 года и сейчас. Алданский было 37,6% в 2023 году, в 2024 на выборах президента 63%. Ленский 34% было, стало сейчас 75%. Мирнинский 35%, стало 76%. Георгиевский 26% было, стало 71%. Город Якутский 41% была явка в 2023 году, а сейчас 70%. Конечно, в основном явку обеспечивали работодатели с помощью административного ресурса. По результатам голосования за Дованкова в Якутии он получил 4,7%, это второе место. И это третий результат по Дальневосточному федеральному округу. У нас по республике ситуация очень своеобразная. Из 35 районов Дованков занял второе место только в Якутске. Из 35 районов. Получил 12 804 голоса, что позволило, это 80% в Якутске, что позволило ему занять второе место по республике. В всех районах он на третьем месте. Все остальные 34 района отдали Николаю Харитонову второе место. В Якутске разница между 3,7% голосов. Так, между 3,7% 5400 голосов по республике, 1852 голоса. Разница. В Якутске вот почти 5000 он выиграл Дованков. Так что столица республики в городе Якутске полностью обеспечила Дованкову второй результат. Теперь о нашей работе на прошедших выборах. Был республиканский штаб, который полностью даже владел ситуацией, руководил. 539 избирательных участков были сформированы, укомплектованы представителями от КПРФ, это 66%. 35 территориальных комиссий не укомплектовали, из 35 только в одном у нас не было, значит, представителей в Анабарском районе. В Центре избиркоме двое наших коммунистов, Власов Александр и Ирина Ушакова. Доверенными лицами были определены 6 коммунистов. Это 5 от Николая Харитонова, Куличкин, Артемьев, Данилов, Дорогань, Никитин. И один от КПРФ Макаров. Всего 6. Агитация по телевидению и радио была строго регламентирована участием только доверенных лиц. В совместных телерадиоагитационных мероприятиях доверенные лица участвовали 37 раз. Темы касались патриотического воспитания молодежи, здравоохранения, образования, поддержки многодетных семей, участников специальной военной операции их семей. Образ будущего России. Наши доверенные лица достойно и убедительно через заданные темы представляли нашего кандидата. Программу победы, используя наглядность и двуязычие. Видео-аудиоролики от 30 до 120 секунд постоянно прокручивались в эфире. Избиратели особенно отметили яркие и убедительные выступления Куличкина, Артемьева. Большой минус в том, что все это происходило не в прайм-тайм, время было рабочим. И хотелось бы отметить, что странным образом новые люди отказались от участия в телерадиоэфирах, хотя предварительно участвовали в организацией встреч трудовых коллективов города Якутска занимался Евгений Кожухов. Встречи прошли в коллективах школ 26, 13, 6, 12, 7, 2, 10. Не так просто было организовать, но они прошли. В городе Якутске, высших учебных заведений, в университете, в аэропорты Севера, Водоканал, Министерство молодежи и других. Избиратели проявили заинтересованность в программе победы. Встречи с избирателями секретарей райискомов местных отделений прошли также во многих районах наших. Особенно активно в Мегрин, Каргаласском, Горном, Белюйском, Вернебелюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Полданском, Нюрбинском, Хангаласском, Салданском и других районах. Активно участие во встрече с избирателями приняли народные депутаты, депутаты муниципальных образований. Романов, Василий, Кустовой, Филиппов, Петров и другие. Республиканским штабом было
Своевременно подготовлен материал в помощь пропагандистам-агитаторам, раскрывающий суть программы «Победа». Мы выпустили более 200 тысяч экземпляров агитационной продукции, в том числе на якутском языке, и доставили их до всех районов. Активно работала группа под руководством Макарова, Тимофеев, Баянов в Алешинском районе, Дегтярев в Ленском, Пусковой, Дорогань, Ленинском, Саврас, Пельниковском, Черединовом, Молданском, Белобородов, Жатае, Кузнецов, Ладен, Мининском, Иванова, Кобяйском и других районах. У нас большой популярностью пользуются WhatsApp-группы, телеграм-каналы, соцсети, и не пользуется молодежь, пожилые люди, все категории граждан. И у каждого есть десятки чатов, статусов каналов, по которым в постоянном режиме на 2 языках велась переписка, обмен материалами, статьями, информацией, видеозаписями, фотографиями. Было размещено в сети и мессенджерах 67 видов видео и новостного материала. Также в сетях мы распространили программу «Победы». Все выступления и заявления Геннадия Андреевича Зюганова и Николая Харитонова. Было смонтировано 27 роликов с участием кандидатов, руководства Рискома, горкома партии Комсомола. Работал YouTube-канал «Красный контент». Активно работали 350 WhatsApp и Telegram-групп, 16 групп в соцсетях, на котором было охвачено более 90 тысяч пользователей. Молодыми коммунистами и комсомольцами проведено 2 пикета флешмоба в поддержку нашего кандидата. Проведен автопробег под девизом «Проиграли капитализм, хватит». Хочу подчеркнуть, что организационная и пропагандистская работа была проведена большая. Но что имеем, то имеем. 3-е место в Якутии с отрывом 0,4% за счет итогов голосования в Якутске, где организационно-массовая работа была более интенсивной. Наибольшие результаты за Харитонова в Балайховском районе, секретарь Белорус, Ивано-Подольском, Горохов, в Верхнеколымском, Прокопьев, Амиконском, Саврас, Алёхминский, Тимофеев, Тампонский, Савинов, Кусьмайский, Андрей, Кустьянский, Олешкин, сейчас на СВО Валерий Николаевич Олешкин, Чурапинский, Никитин, и город Якутск, Васильев. Но там единственное 3-е место, которое потянуло всех комиссий. Я имею в виду город Якутск. Кстати, еще 12 марта Геннадий Андреевич, выступая на пленарном заседании Госдумы, в обращении «Честный выбор», залог успешного развития страны, сказал, обращаясь к администрации президента и к руководству Единой России: вы отвечаете за строгое соблюдение закона. Когда все эти политтехнологи, будто бухгалтерии, расписывают по 4-5% другим кандидатам, они забывают главное. СССР раскололи не танковая армада Гитлера, его расколотили, по сути дела, политтехнологи с помощью американской программы «Гарвардский проект». Есть о чем задуматься, когда, например, Республика Хакасия 2 года назад набрала 39% за Коновалова против 36 Единой России, сегодня получила 5,8 за Харитонова. Такие политтехнологи никуда не делись, политтехнологии. В сегодняшней сложнейшей обстановке мы призваны сообща решать наши общие задачи. Ведь речь идет о существовании страны и о каждом из нас. И победа над нацизмом является задачей для всех нас. Сегодня, подводя итоги прошедшей кампании по выборам президента России, мы должны подчеркнуть, что проделанная нами работа имеет большой смысл. Мы не победили, но смогли донести до избирателя нашу программу победы, ее основные положения и пути их реализации. Прошла большая работа на просторах России у нас в Якутии. Николай Харитонов объехал 70 субъектов, 3200 представителей КПРФ участвовали в дебатах. Контроль за выборами вели 120 тысяч наших сторонников, и у нас в Якутии более 500. Всего по стране было распространено более 26 миллионов экземпляров нашей программы. И кажется уже всем ясно, что невозможно выбраться из тупика и кризиса, если дальше следовать по капиталистическому пути. В ходе выборной кампании избиратели высказали, что нужно менять курс в пользу социализма и справедливости. И это особенно актуально в нашей Северной Республике. Только искоренив бедность, это более 15% населения бедных, мы можем говорить о реальных сдвигах в экономике, в Арктике. А это 13 районов, из 35, нужны специалисты, в первую очередь учителя и врачи. Непомерные цифры и тарифы душат население. С 1 апреля увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте.
Срочно нужно вводить прогрессивную шкалу налогов, провести национализацию, сформировать правительство народов доверия. Все проблемы были плотно выстроены в нашей программе и обеспечены в ходе наших встреч, дебатов, в нашей агитационной литературе. Вновь избранному президенту придется непросто. Через 5 дней после окончания выборов произошел страшный теракт в Крокус-Сити-Холле. Это был теракт против нашего национального сознания, против нашей национальной безопасности, против системы управления. Должна быть максимально конструктивная и честная работа всех. Идет война, и все обязаны принимать неотложные меры работы круглые сутки. В этих рамках текущей политико-исторической ситуации, говоря о выборной кампании, наш кандидат Николай Харитонов, вся команда КПРФ во главе Геннадием Андреевичем Зюгановым, в том числе и наше региональное отделение, сделали практически максимально возможное. Избирателям была представлена развернутая программа всестороннего обновления страны. Наша партия использовала предвыборную кампанию как площадку для широкого диалога о будущем партии России. Партия, по сути, предложила обществу конкретный механизм реализации национальных целей развития. И мы будем и дальше проявлять настойчивость и достижение своих целей. В соответствии с Конституцией в стране будет сформировано новое правительство. Формально полномочия Путина истекут 7 мая 12:00. Отчет идет от времени инаугурации 2018 года. В течение 2 недель президент должен будет определиться с кандидатурой главы правительства, которую направит в Госдуму для утверждения. Далее еще в течение 2 недель будут проходить консультации с Госдумой и Советом Федерации по кандидатам в министры, зампреды. Так что в мае правительство будет сформировано. Войдут ли в состав будущего кабинета министров представители левой оппозиции, время покажет. Хотя уже на следующий день после выборов, 18 марта, Путин сказал, что доволен работой правительства и не намерен спешить с кадровыми перестановками. Хотя, в принципе, ситуация такая, что промышленность республики характеризуется, если говорить о республике, несколько цифр. Тем, что 90% в ее структуре это добыча сырья крупными федеральными добывающими компаниями. «Газпром» на Чаянде, «Роснефти» на Среднеболтинском месторождении или «Сургутнефтегаза» на Талакане. То же самое по инвестициям. В 2022 году 34% всех вложений в экономике Якутии пришлось на добычу сырья, еще 46,9% в их транспортировку и только 19% на все остальное. С 2017 года по 2022 году доля обрабатывающей промышленности Якутии, производства местных строительных материалов с 3% сократилась до 1,2%. Возьмем пищевую промышленность, то же самое, какие результаты. За 5 лет сокращение производства произошло говядины на 10,5%, рыбы 6,5%, молока 24%, хлебобулочных изделий на 24%. Коренного перелома в местной промышленности не происходит. До сих пор нет государственного подхода в поддержке организации малого и среднего бизнеса, фермерских и крестьянских хозяйств. Вопросы демографии. Россия единственная страна в мире, которая вымирает ударными темпами в год по 500 тысяч человек. Коррупция, ЖКХ, жилье, поддержка. Об этом все мы говорили в период выборной кампании. Направление нашей работы – это прием в партию, увеличение и укрепление партийных рядов. На сегодняшний день эта работа у нас приостановилась. Понятно, что связано это с напряженной работой в период выборов президента. На сегодняшний день за 3 месяца 2024 года в Якутском райкоме было принято всего 8 человек. В Мегерском, Галасском, Нижнеудинском, Кобяйском районах, но при этом по разным причинам мы утратили 21 коммуниста в выборе. Необходимо вплотную заняться вовлечением сторонников работы партийных организаций, знакомить население с работой коммунистов в районе, поднять работу депутатов, коммунистов, направлять внимание людей на выполнение обещания власти, добиваться участия коммунистов в публичных мероприятиях района, то есть заняться пропагандистской работой.
Но необходимо помнить, что нам не нужны выскочки, заботящиеся о своем статусе. Нам не нужны люди, которые идут к нам за депутатскими мандатами. Значит, к работе по приему в партийные ряды подходить осознанно, активно, с пониманием того, что мы воспитываем нашу смену. Сейчас у нас началась отчетно-выборная кампания. Решением Центрального комитета партии о проведении отчетно-выборной кампании в первичных местах и региональных отделениях и решением Бюро Якутского рискома КПРФ отчетно-выборная кампания рассчитана на 24-25 год. Местные отделения обязаны провести отчетно-выборные первичных отделений до 1 июля 2024 года, общее собрание местных отделений до 1 ноября 2024 года и 17 отчетно-выборных конференций Якутского республиканского регионального отделения должна быть проведена не позднее 19 февраля 2025 года. Первые секретари местных отделений в кратчайшие сроки должны составить план отчетно-выборных мероприятий и представить даты проведения собрания Якутской риском КПРФ. Все отчетно-выборные мероприятия должны быть зафиксированы протоколом, сохранены и копии высланы в Якутский риском. Необходимо помнить, что сроки проведения собрания в первичках закончатся 1 июня 2024 года. Центральный комитет КПРФ очень внимательно следит за проведением собраний конференций в регионах. Сегодня у ЦК имеется полное сведения о структуре нашего регионального отделения. Все эти меры принимаются с единой, с одной единственной целью – признание 17-й отчетно-выборной конференции Рискома, которая легитимна, а Минюст будет следить за каждым нашим шагом и промахом, который мы не должны допустить. Поэтому наша задача стоит не только в том, чтобы провести отчетную кампанию, но и провести ее в соответствии с нормами закона. Она должна пройти на высоком и денормационном. Спасибо за работу нашим секретарям местных первичных партийных организаций, нашему активу, нашим общественным организациям «Дети войны», «Надежда России», российской учено-социалистической ориентации, комсомолу, всем участникам выборной кампании. Только вместе, только вперед. Наша программа победы будет реализована. Спасибо за внимание. На основных моментах, как количественных, так и качественных итогов и результатов выборов. Но я хотел бы сказать о том, что действительно наши коммунисты как никогда активно принимали участие в выборной кампании, уже цифры эти были названы. Ну, я хотел в некоторой степени повториться. Было сказано, что в 35 территориальных избирательных комиссиях у нас действительно 34 коммуниста, 811 с учетом времени, то есть у нас основных 790 участковых избирательных комиссий, 2/3 являются коммунисты. Это довольно хороший результат. Ну а если взять структуру избирателей, то практически мы охватываем 92% там, где участвуют представители коммунистической партии. Нужно сказать, что была проведена очень серьезная и большая значительная работа, связанная с подготовкой выборной кампании. Один из примеров – это довольно серьезная работа была проведена по мобильному избирателю. Опять же, в этой работе активно участвовали наши члены коммунистической партии. Нашим избирателям дано было очень серьезное разъяснение о том, что они могут проголосовать по месту своего нахождения. И это дало результат. Вот из 630 тысяч наших избирателей почти 74,5 тысячи они записались для голосования по месту своего нахождения, а не по месту своей прописки. Вот на сегодняшний день такая демографическая ситуация, что такое большое количество людей живет не равно своей прописке. Из них пришли для голосования более 60 тысяч человек. Это вот довольно высокая активность всех тех, кто проголосовал по месту своего нахождения. И как раз вот эта широкая разъяснительная работа позволила решить эти проблемы. Третье направление – это информ-УИК. Опять же, нужно сказать, что из тех 2600 человек, которые приняли участие в информировании, более 270 человек это были члены коммунистической партии. Те, кто ходили, разъясняли нашим избирателям, первое, что они имеют право прийти и проголосовать, что это их право. Второе, что во время голосования они могут принять участие как раз о том, о чем я уже впереди сказал, по месту своего нахождения. Третье, они могут пригласить к себе, если это больные, инвалиды, людей для голосования.
Вот это довольно широкая и большая работа, которая позволила дать тот результат о выборах, о котором мы сегодня говорим, более 71%. Также активно наши коммунисты приняли участие в обеспечении голосования в труднодоступных и отдаленных местностях. У нас проголосовало в труднодоступных и отдаленных местностях 12 663 избирателя. Это было в 25 районах республики и было проведено 374 маршрута в данный момент времени. То есть проголосовало из тех почти 14 тысяч, которые записались для голосования труднодоступных, более 89%. Вот эту цифру я уже назвал. И опять же, нужно сказать, что вот в этих рабочих группах практически везде участвовали члены коммунистической партии. Все это позволило нам добиться того, что на выборы у нас пришло 71,5%. Это высокий довольно показатель по сравнению с другими. Но Виктор Николаевич в своем докладе остановился уже и на районах, те, которые показали довольно высокие качественные показатели. Я все равно хотел бы называть эти районы. Это Оленевский и Анапарский район, где было больше 90%, более 80% это Татинский, Горный район, Верхнебилюйский район. В 14 муниципалитетов у нас пришло больше 75%. Ну и о промышленных районах уже тоже было сказано, что наши люди принимали активное участие в этом голосовании. Итоги выборов тоже были озвучены, я их не буду повторять, но вы видите, что довольно такая серьезная организационная работа, где приняли наши коммунисты. Если вот посчитать в общей сложности, я вот и назвал, что у нас уже Виктор Николаевич в своем докладе назвал, что из 2600 наблюдателей, которые участвовали в выборной кампании, почти 500 человек это были представители коммунистической партии. Вы видите, какая большая организационная работа была проведена для результата выборов. К сожалению, мы результаты знаем, какие получились, но я думаю, что вот эта организационная работа, она нам позволит и тот потенциал людей, которые приняли участие в подготовке и проведении выборов, более серьезно подойти и улучшить качественные результаты вот этого голосования. Ну и хотелось бы мне также сказать о том, что нарушений во время избирательной кампании не зафиксировано. Это опять заслуга, наверное, от тех людей, кто принимал участие от коммунистической партии. Значит, не было допущено никаких нарушений, никаких, значит, обращений письменных не было в части того, что были какие-то нарушения. И, наверное, это очень важно. Нам предстоит выборная кампания этого года. Я хотел бы сказать о том, что оценить, значит, ту работу положительно Республиканского комитета по проведению работы, связанной с выборной кампанией. Нам предстоит выборная кампания этого года. У нас будет избираться один народный депутат Республики Саха-Якутия по Колымо-Индигирскому избирательному округу. Это тоже потенциальная возможность, значит, для коммунистов. Хотя там очень сложно, это 5 районов, которые входят в состав этого избирательного округа, несмотря на то, что там всего-навсего 20 тысяч коммунистов. Пройдет у нас около 40 избирательных кампаний. Почему я говорю около? Потому что, к сожалению, сегодня всенародно избранные главы муниципалитетов и депутаты, они покидают свои посты. И, в принципе, вот в ближайшие выборы у нас будут в сентябре, и вполне возможно, что количество выборных кампаний у нас увеличится. У нас вот в 4 районах, да, я заканчиваю. В 4 районах будут проведены выборные кампании. Это Алайховский, Нижнеколымский, Айвенконский и Алепинский район, и городской округ Жатай. И большое количество выборов депутатов муниципального уровня. Уважаемые товарищи, спасибо за внимание. Уважаемые товарищи, добрый день. В основном докладе было достаточно подробно сказано, да, что выборы президента Российской Федерации впервые проходили в условиях специальной военной операции. Подготовиться Макарович Сергеевичу. Конфронтации с так называемым коллективным Западом, да? Конечно, в этих условиях народ сплотился вокруг верховного главнокомандующего. Большинство населения России приняло тезис: только во главе с Путиным Россия сможет победить в специальной военной операции, и, конечно, выстоять против Запада. Да, и, конечно, в этих условиях многие наши сторонники так и говорили в повседневных разговорах. Мы на выборах всегда голосовали за КПРФ, как за партию, да, а вот сейчас, конечно, когда идет СВО, только Путин, конечно, война с Западом, она на самом деле очень серьезная, конечно. Мы уже привыкли, да, слушать по телевизору то, что там
где-то бои идут, потом в Геевской, там, Часов Яр и так далее, уже настолько привыкли эти обстрелы, бомбежки, но за всем этим скрывается вот вся эта серьезность, то, что Запад на самом деле сейчас намерился уже противостоять с Россией уже, и сейчас это противостояние пойдет уже, как говорится, мы не остановимся вот так сейчас, перемирие заключим и скажем, ну все, будем дальше дружить. Эта конфронтация, она будет все углубляться дальше и глубже. Это мы должны прекрасно понимать. Либеральный электорат, сконцентрированный в большинстве в крупных городах, он, конечно, вынужден был голосовать за кандидатов новых людей Дованкова. И вот отсюда его третье место, отсюда и его второе место вот у нас в городе Якутске. И мы, конечно, не должны сбрасывать со счетов. За Дованкова играл фактор бывшего мэра города Сардана Аксентьева по городу Якутску. Почему он именно в городе набрал достаточно высокий результат? Ну вот, в Якутске Дованков набрал 8,76%. Так как по республике, как уже было сказано, 4,73, да? Ну вот, потом такой фактор. Ну, конечно, у новых людей до сих пор идет фактор новизны все-таки, да? Ну, новая партия, да? Этот фактор хорошо сыграл, конечно, на прошлых выборах, вот, в Госсобрании в сентябре 2023 года. Конечно, это вот любой человек к любому новому он относится с интересом. Вот мы, конечно, посмотрим вот на следующих выборах в Госдуму в 2026 году вот этот фактор как сыграет. Я уже сомневаюсь, что этот фактор будет сыграть свою роль. Товарищи, ну, не первый день работаю тоже, замечаю, что в последнее время мы в части, например, авиационного материала нарастили. В части отправки отлажена хорошо работа, доставка, быстрая доставка самолета. Сам материал всегда интересный у нас. Мы отправляем не просто газеты, это и плакаты, и различные виды буклеты. И той же газеты у нас появляются уже не просто «Коммунист», например, или, например, «Правда», а какие-то различные бюллетени и все остальное. Все расходится массово. В принципе, последние, вот, те выборы, которые у нас двое последних был, ни одного материала практически не осталось здесь на месте. Все было в том или ином виде донесено именно избирателю, будь то это ящик почтовый или в руки, или нашими коммунистами. Вот. В части работы на этих выборах наши коммунисты, можно оценить именно городскую организацию, подключились неплохо, подключилось 28 первичных организаций. Были сформирован штаб и команды, те, которые лично обзванивали каждого нашего коммуниста по телефону, разговаривали с ними, чтобы они подключались к нашей работе. Была организована авиационная работа хорошо в социальных сетях. Мы всегда нарастаем. Тут я, как всегда, так как я отвечаю за этот период, больше остановлюсь на социальных сетях. У нас в последнее время именно к нашим социальным сетям, особенно на выборах, а статистику я беру не просто, например, считаю там на пальцах, а статистику беру с интернет-ресурсов, там прекрасно можно на нашу страницу зайти и посмотреть, кто заходил, сколько заходил, какой рост, месяц-два. В течение 3 месяцев, например, статистика всегда я беру за последние 3 месяца, ну выборов, в период 3 месяцев выборных, каждые 90 дней перед выборами, ну период, и каждые 90 дней во время выборов. 237% выдает статистические данные, возрастает именно в нашей республике, именно интерес к нашим социальным сетям. Просмотры неплохие у нас идут с различных ресурсов распространения, помогают даже некоторые у нас небольшие блогеры в распространении нашей информации, я имею в виду по республике. Вот. Но мы хромаем до сих пор в контенте. Контент у нас постоянно, в основном, ну, простым языком, суховат. Больше текста, больше какие-то картинки, те, которые в данный момент, ну, как бы воспринимаются не так, как до этого. Большие тексты у нас мало читают, даже если они интересные, соответственно. Это не говорит о том, что у нас помечал народ и не хочет он читать, потому что информационное поле у нас заполнено до отказа. Постоянно каждый из нас получает много информации в течение дня. Соответственно, чтобы был интерес тем или иным роликам, вот как сказал у нас Аян Ильич, ролик, например, единственная фраза, единственные ролики, которые были востребованы и до сих пор гуляют в интернете, это «Поиграли, капитализм хватит».
Да, их подцепили различные блогеры, по различному перевернули, но она пролетела всю страну. Одни из самых фраз, которая была на языке у всех народа. Одно дело, как проголосовали, там влияют тоже другие аспекты, но в принципе та или иные технологии были отработаны, я думаю, они были востребованы вот, на современном этапе. У нас хромает взаимодействие по республике, по социальным сетям. Ежегодно на каждом пленуме я об этом говорю, чтобы в каждом районе, например, в каждом отделении было, или в первичной организации было ответственное лицо, которое бы отвечало бы за социальные СМИ, и за СМИ, и интернет-площадки. Потому что сам люди, когда мы приходим к ним разговаривать, мы мало вас видим, покажите себя хотя бы в интернете. Мы и мало показываем себя в интернете, соответственно. Та информация, которая идет у нас, она идет в основном республиканская. На уровне районов это выкладывается, например, или небольшие фотографии идет по WhatsApp сетям с небольшим текстом, например. Видеоконтент сейчас сильно востребован, к чему я вел. Видеоконтент. В нашем даже в республиканском комитете, например, молодых людей, те, которые у нас задействованы, то есть коммунисты и все остальные, не заставишь притесняться в ролике, сказать то или иное слово. Или даже отработать по тексту. Мало кого заставишь. В основном кидаю объявления и прозваниваю, приходят наши ветераны. Да, хорошо выступают, да, неплохие просмотры. Ну, вот как отметил у нас Васильев Аян Ильич, больше молодых, больше интересов, больше нового. В последнее время, последние 2 года, конечно, у нас упал результат. Что отметил Аян Ильич, прошла агитация по школам, с каждым родителям, показали хорошие презентации. Я когда сидел на них, смотрел на эти презентации, я тоже о многом задумывался, например. Тут строим, тут открываем, тут даем. Соответственно, где-то подняли зарплаты, хоть у нас, конечно, какая-то часть и за чертой плата 78 тысяч. 78 тысяч молодой человек, например, хочет зарабатывать и зарабатывает. Когда мы ходили, была поставлена задача минимум 20, например, встреч, отработали 19 встреч. Когда ходили по встречам тоже, особенно молодежь, 30 секунд еще дополнительно, особенно молодежь говорила, да, мы рассказываем хорошо, да, они понимают в принципе, но что они хотят? В данный момент молодежь хочет успешной карьеры, причем успешные карьеры, например, СФУ, полный зал был молодых людей, которые говорили не о том, что как они окончат университет и пойдут работать по своей специальности, а так, как они откроют бизнес и будут зарабатывать хорошо. Конечно, из этого количества людей это будет 1-2 человека, но данный период, данная идеологическая составляющая, которой, хотя у нас нету ее, по идее, согласно Конституции, у нас в стране, это успех, деньги, отдых. Вот 3 составляющие. Соответственно, например, та же партия «Новые люди», что они говорят? Мы все разрешим, все дадим, все откроем. Конечно, молодежь на определенном фоне начинает за него голосовать. Все, спасибо. Спасибо, Вячеслав Сергеевич. Дальше о теме члены Иркутского подготовки. Подготовится Нигира Светлана Алексеевна. Но, уважаемые друзья, результат был заранее определен. Все вы согласны. Это первое. Я согласен с тем, что кандидат наш был Николай Михайлович, он человек, он боевой. А народ спросит, ребята, вы как там пленных привели, за кого и в будущем как будете работать? В будущем мы будем работать в очень сложные условия, поскольку сегодня прошло общепартийное собрание, там Геннадий Лерин выступил, перед нами, говорит, очень хорошая перспектива, выбор поставлен, война, фашизм или социализм. Народ, скорее всего, выберет социализм. Я не думаю, что народ выберет социализм, поскольку сегодня-то война продолжается, и не видно конца, когда будет конец этой войны. Чем дольше будет война идти, тем больше будет рейтинг у Путина, тем больше будет власть нас сплачивать вокруг себя, как сейчас говорите, да? Вот. Поэтому очень сложно, когда с народом разговаривать, но если мы затеяли войну, что надо кончать по-серьезному. А мы сегодня видим, как это идет. Это если нас сильно разозлят, мы дадим ответный какой-то удар, а потом опять тишина. Но так же война не бывает. Война должна быть или-или.
В этом вопросе наш верховный главнокомандующий, так называемый, не оправдатель, как это есть. Так, ну, в заключение я хотел бы сказать, что у нас очень сложные времена настанет, и будут еще сложнее работать нам, поскольку мы сегодня главные вопросы населения не ответили. А я как мужчина, как коммунист, как руководитель работал на победу. А то, что результат такой, ну это какой-то объектив, ну это есть много факторов, вы правильно выступили, говорили. Да, поэтому если мы будем настраиваться на победу и работать на победу, как коммунисты, понимаете, как это прописано в уставе партии, это может быть кто-то скажет высокопарные слова и так далее. Да, это правильно, так оно и есть. Да, поэтому еще можно задаться вопросом, а что я сделал для того, чтобы победить? Поэтому всех благодарю за работу, кто работал активно. И самое надеюсь, что это, те армии, которые были побеждены, они должны еще усилить работу. Они должны показать, мы проиграли эту битву, этот бой только. Но войну мы еще не проиграли, да. От народа власти, за Россию, за коммунизм. Мы не проиграли. Поэтому мы сильнее своим единством, партийным, товариществом и уважением друг к другу. Спасибо, товарищи.